122-дневная битва за Днепр – одна из самых драматических и славных страниц истории Великой Отечественной войны. Немало героических строк в ней написано восточно-казахстанцами. Среди них герои Советского Союза усть-каменогорцы, герои Днепра. Разведчик взвода разведки 955-го стрелкового полка 309-й стрелковой дивизии 49-й армии Воронежского фронта, уроженец Усть-Каменогорска красноармеец Федор Дементьевич Туров. В ночь на 25 сентября 1943 года в составе группы разведчиков в районе хутора Монастырек под ураганным огнем противника, преодолев Днепр, он первым ворвался в траншею противника, гранатами забросал пулеметный расчет, захватил пулемет и открыл огонь по отступающим фашистам. При этом лично уничтожил 27 солдат и одного офицера. На захваченном плацдарме участвовал в отражении 3 контратак противника. В рукопашной схватке красноармеец Туров уничтожил еще 10 вражеских солдат. Разведчики удерживали захваченные позиции до подхода основных сил. И подвиг их, в том числе и нашего земляка, был отмечен Родиной. С конца 50-х годов до самой пенсии трудился на свинцово-цинковом комбинате в Усть-Каменогорске Петр Клементьевич Миллер. В дни Днепровской битвы командир расчета противотанкового ружья 465-го стрелкового полка в составе войск Воронежского фронта. В ночь на 30 сентября он с напарником участвовал в составе десанта на правый берег Днепра в районе Вышгорода. Преодолеть водную преграду и закрепиться на плацдарме удалось только расчету ПТР старшего сержанта Миллера. Расчет принял бой и отбивал атаки врага, способствуя переправе остальных частей полка. В бою было уничтожено 2 огневые точки противника. Доблесть боевого расчета была отмечена командованием. Оставив мирную профессию счетовода, ушел в армию, а потом на фронт еще один будущий почетный гражданин Усть-Каменогорска и герой битвы за Днепр Петр Иванович Лагвин. К октябрю 1943 года в звании гвардии старшины он командует взводом мотострелковой бригады 6-го гвардейского танкового корпуса и отличается при освобождении Черкасской области Украины. 13 октября 1943 года во время боев за деревню Иваньков Каневского района Черкасской области он трижды поднимал свой взвод в атаку, лично уничтожив 8 вражеских солдат. Скрытно пройдя в немецкий тыл, уничтожил расчет немецкого орудия, захватив его. Во время второй атаки он уничтожил пулеметный расчет и захватил пулемет, за что и был представлен к высокой награде. С 10 лет жил в Усть-Каменогорске Александр Григорьевич Попов. На июнь 1941 года студент 4-го курса биофака Казахского государственного университета. Дальше коррективы в биографию вносила война. Оборона Харькова, Сталинград, Курская дуга стали его выпускными экзаменами. К осени 1943 года гвардии майор Александр Григорьевич Попов, уже начальник штаба 209-го гвардейского стрелкового полка 73-й гвардейской стрелковой дивизии 7-й гвардейской армии Степного фронта. В ночь на 25 сентября, заменяя погибшего командира полка, он умело организует форсирование Днепра стрелковыми подразделениями в районе села Бородаевка Днепропетровской области и на захваченном плацдарме успешно командует подразделениями при отражении контратак врага и по праву удостаивается высшей награды своей страны. Здесь, на Днепре, рухнула последняя надежда вермахта остановить наступательный порыв советских войск. В числе участников этой грандиозной битвы тысячи казахстанцев, бойцов и командиров, сформированных в нашей республике 8-й стрелковой, 72-й и 73-й гвардейских дивизий. 123 наших земляка за подвиги на Днепре
были удостоены звания Героя Советского Союза. Мы помним их имена.